В Ухте заработала школа доступности. Это семинары, на которых специалистам организации социального блока рассказывают, как создать в общественных учреждениях города комфортные условия для людей с ограничениями здоровья. Насколько доступна среда в Ухте, узнала Виктория Науменко. Необходимые габариты лифтов и санузлов, площадок, правильные поручни, пандусы, двери и даже дверные ручки. Все эти незаметные для большинства граждан нюансы интерьера напрямую влияют на качество жизни людей маломобильных. Доступно на личных примерах из жизни Маргарита Колпащикова объясняет сотрудникам школ, детских садов, учреждений спорта и культуры, о чем нужно помнить организациям, чтобы сделать пространство удобнее и доступнее. Есть очень круглая ручка. Они запрещены вообще. Применение там, где инвалиды, нет, где люди, не инвалиды, люди, они запрещены. Круглая ручка, то есть ее мне надо открыть. Мне надо подъехать к двери, и мне надо ее открыть. Открыть я не могу. Вот об этом вы тоже должны думать. Мало того, что доводчик, так еще открыть не можешь, потому что эта ручка в твои руки не попадает. Сейчас по нормам федерального законодательства любой проект строительства и реконструкции должен соответствовать требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями. Но часто подрядчики эти требования исполняют формально, не вникая. Или сами организации, желая сэкономить, вовсе используют старые проекты. Поэтому основная задача семинаров не только рассказать о нюансах проектирования, но главное донести до представителей организации, что любой проект реконструкции, строительства общественного объекта крайне важно согласовать с экспертами от общества инвалидов. Они есть не только в столице Коми, но и в Ухте. Имеем большой, скажем так, опыт в обустройстве учреждений под потребности людей с инвалидностью. То есть и не раз проходили эти семинары, то есть не раз проходили тренинги, то есть и получали сертификаты, которые мы раз в 3 года подтверждаем. По словам Александра, несмотря на имеющиеся в городе очевидные проблемы доступной среды, положительная динамика в этом направлении все же есть. С подрядчиками становится проще работать. Все чаще они сами приходят за консультациями. Хорошие подрядчики, они слышат, видят и понимают, как это делать. То есть при нашей, конечно, консультации, то есть работы проводятся качественно. Вот в детской поликлинике достаточно хорошо сделали качественно. То есть мы проводили проверки, и то есть совместное консультирование, то есть на стадии проектирования было. Также роддом согласовывался, также с нами там проводились некие мероприятия. Представители общества инвалидов во главе с председателем несколько раз в год проводят рейды доступности на улицах и в общественных учреждениях Ухты. Говорят, изменения есть, причем положительные. В целом, если брать по сравнению с Сыктывкаром, другими городами, 60% скажу, в принципе, удобно. В целом, в принципе, двигается все в лучшую сторону. Если брать по сравнению там, даже за 5-летний период, то изменения в лучшую сторону есть, несомненно. Это положительная динамика – результат работы с населением, в частности, таких образовательных семинаров для руководства организации социального блока. Впрочем, тормозит такую работу кадровая подготовка специалистов. Люди в организациях меняются, которые отвечают за создание безбарьерной среды. Другие приходят, они вновь должны обучаться. И вот этот вот простой, вернее, процесс непростой, он идет, не так быстро, как хотелось. Школа доступности в Ухте проходит при поддержке городской администрации. 2-дневная программа охватит представителей всех муниципальных организаций социального блока. А как они применят полученные знания, покажет время. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.